С самого утра здесь царит торжественное настроение. Праздничные площадки раскинулись по всему району. У парковой зоны Пославы – островок детства. Новые арт-объекты и инсталляции даже без участия аниматоров привлекают повышенное внимание. Так пройти мимо дракона невозможно. 300-килограммовое изваяние собирает очереди из желающих сделать фото. Смастерил подарок Эжве местный умелец Иосиф Дудаш, причем из металлических отходов. А чуть поодаль еще одно место для селфи – сток сена и матрешка с петрушкой. Нам, как волонтерам, нам выдали сено, граблю и сказали: фотографируйтесь с людьми, дарите им счастье. Дарить счастье – главный лейтмотив праздника. Эта мысль звучит и в самом слогане этого дня. На один день Эжва стала городом доброты. Вот, к примеру, рядом дарят книги. Щедра на пищу для ума местная библиотечная сеть. День добрых дел, поэтому предлагаем, тоже делаем такие добрые дела, дарим книги. А это волонтеры помогают артистам из Лиры. Максаковский центр досуга вызвался помочь организовать самых юных участников праздника. Для них настольные и наземные игры, подарочные жетоны и подарки. И все это с подачи сказочных героев. Все аниматоры будут в различных костюмах: зайки, инопланетяне, щенячий патруль. Будет даже Урсула, кстати, которая будет обменивать как раз-таки призы. Для тех, кто постарше, и игрушки серьезные. Виртуальная реальность в этот день доступна каждому. Все, что нужно, лишь надеть очки. И вот уже масса эмоций. Впрочем, многим для праздничного настроения и вовсе не нужны новейшие технологии. Достаточно лишь шарика в руках. Впервые в день рождения Эжвы здесь проходит парад воздушных шаров. Лучших из лучших награждают на сцене. За яркие и шарообразные костюмы не менее объемные по размеру подарки, чемоданы и сладости в корзинах. Тем временем председатель Госсовета Коми по бюджету готовится исполнить заветное желание будущего первоклашки. Накануне дня рождения Эжвы был открыт интернет-сайт «55 желаний». Там каждый желающий мог оставить запись о своей сокровенной мечте, которую под силу исполнить любому благодетелю. Степан Чураков решил первым начать воплощать в жизнь заветный список. Мне понравилось, там маленький мальчик, первый класс, живет с мамой, очень хотел велосипед, я выбрал. Акция на самом деле очень хорошая, я надеюсь, что другие тоже подключатся и будут к этой акции иметь отношение и дарить детям счастье, подарки. И вот велосипед находит своего владельца. Данил Бойцов 1 сентября пойдет в первый класс. Кататься на двухколесном коне ему пока не приходилось. Все-таки мечты сбываются, и теперь мы верим в это, и мы очень счастливы и очень благодарны от всей души и чистого сердца. Я живу в замечательный район, тут живут очень много добрых, отзывчивых и самых милых людей. А тем временем на Слободской площади шествие ветеранов и театрализованная программа. И ярмарка, которая так и манит. Изделия здесь на любой вкус, а мастера приехали даже из дальних районов. Вот, к примеру, Евгения Яковлева из Визинги. С ней всегда сопровождение. Вот эта вот бабушка, она тоже вот у меня как талисман, поэтому на всех ярмарках присутствует, я ее не продаю. Руководитель района признается, все вместе, и власти, и организации, и просто рядовые эжвинцы постарались сделать этот день особо запоминающимся. Впрочем, на этом все не закончится. В планах у нас не заканчивается юбилейный год. Мы продолжим делать, собственно, наш парк на улице Славы, продолжим благоустройство Слободской площади. Я думаю, что все равно с каждым годом мы потихоньку, но превращаем ее, делаем ее красивее и благоустроеннее. А тем временем к концерту готовятся музыканты «Браво». Коллектив, чьи песни знакомы каждому, в этом году и сам отмечает юбилей – 35-летие. Самое известное. Мы решили, что мы не будем напрягать публику, да, на празднике новыми песнями, потому что все хотят услышать то, что они любят, и то, что они давно слушают, и то, что они знают. Но за исключением вот новых песен у нас в программе прям вот все периоды представлены прям с самого начала. И пока на сцене идут последние приготовления, на самом стадионе томительное ожидание. Кто-то уже напевает знакомые строчки, кто-то пытается вспомнить слова. Ясно одно – этот музыкальный выбор по вкусу эжвинцам и гостям района всех возрастов. Тула и Сыктывкар. Такие слова есть. Нам понравилось действительно то, что как было все организовано. Сегодня такие были воздушные шары классные. Все было сегодня классно очень. Атмосферно так, шариков много, светящихся. И вот первые аккорды и атмосфера 60-х. Любите девушки простых романтиков, «Хей, город, хей», «Черный кот», знаменитый «Ветер знает» и «Жар-птица». И, конечно, московский бит, к которому у всех жителей столицы Коми особое отношение. Любовь Лапина, Иван Богомолов, телеканал Юрган.